Полгода вынужденной изоляции, и это зрелище перестает удивлять. С апреля жители двух альпийских деревушек Беруф и Сан-Сабин отрезаны от цивилизации. Оползень разрушил единственную ведущую в эти края дорогу, оставив глубокий шрам на склоне горы. Топливо, дрова и даже корм для животных – все доставляют сюда на вертолетах. Авиаперевозки, разумеется, выручают вынужденных отшельников, но за это приходится платить. Так, в среду жители наняли очередной вертолет. Стоимость рейса 3000 евро. Власти готовы покрыть из этой суммы лишь треть. Поэтому грузят на борт только самое тяжелое, говорит Флоран Себиль. Все, что можно, тащим на своем горбу. Для остального, топлива и газовых баллонов, приходится ждать вертолета. Например, эту зиму нам предстоит пережить без мазута для отопления. Да-да, именно так. Нам, конечно, помогают с авиаперевозками, но это все равно очень дорого. Те, кому надо ежедневно ходить на работу, сталкиваются с еще одним испытанием. И Лоран Миссе знает об этом не понаслышке. Я спускаюсь с горы каждое утро, ведь я директор начальной школы. 20 минут пешком, дальше в машину переобуться. Сейчас погода хорошая, так что все не так уж и плохо. Но вот когда начнутся дожди, нужно быть готовым к трудностям. Так вот и живем. Приходится постоянно думать о том, как тащить продукты и все остальное до дома. Власти обещают восстановить дорогу к весне, однако не все жители готовы ее дожидаться. Некоторые пожилые и малоподвижные обитатели этих мест уже покинули свои дома. Остальным предстоит холодная и полная трудностей зима.